Пра моладзь з моладдзю спадарства да нашага эфіру далучаюцца блогеры Іван Прус і Глеб Сямёнаў. Праект абсуждаем, мы ж таксама абмяркоўваем і, напэўна, і асуджаем. Добрый вечер, вітаю вас. Здравствуйте. Вечер. Мы хотели бы сначала прям поблагодарить вас за приглашение в этот эфир, потому что мы уважаем, конечно, Белсат, мы уважаем всех журналистов, которые в 2020 году и не только тогда сделали волевое решение честно освещать происходящее в Беларуси. Многим рискнули, многое потеряли. Это прям на вес золота, поэтому спасибо большое. Спасибо. Мы вообще что хотели сказать? Вы знаете, вот безмерно уважаем Белсат, и вместе с тем, как вот молодые зрители, и классно, что вы в самом начале об этом сказали, мы, если честно, вот так устали от засилия Лукашенко в эфире и в новостях. Особенно, когда это какие-то новости, где он появился с какой-то девочкой в сотый раз, они каждый раз меняются. У него еще есть собака Шпиц, вот. У нас тоже есть собака, да? Мы тоже сидим здесь, Ванина собака. Просто, понимаете, вот это вот мероприятие, вот этот бал, который устраивал Лукашенко, он повторяется из года в год. И вот Белсат из года в год тоже выделяет эфиры своих программ для того, чтобы... Вот мы даже подумали, что если такое обсуждать, да, то только в таком, знаете, реквизите. Ну. Да, просто, понимаете, мне кажется, мы же не Белта, не советская Беларусь. Слухайте, рэквізіты акурат файна пасуюць на меркаванне гэтай тэмы. Згодны, але Белта і савецкая Беларусія, яны як бы інакш, яны там, пакланяюцца гэтаму правадыру, кажуць, яны спрабуюць яго ачалавечыць. Это два конца одной крайности. Поэтому мне кажется, что если конечный бенефициар всего этого контента – это наш дорогой зритель, мне кажется, что гораздо более уважительно беседовать с зрителем на какие-то более приятные темы, на какие-то, тем более, вот праздники на носу. Например, вот у шоу «Обсуждаем», которое мы делаем, сегодня вышел новогодний выпуск, поэтому мы призываем зрителей посмотреть лучше его, чем обсмактывать Лукашенко и его этих несчастных старлеток, ну, правда, несчастные девушки. Чтобы перед зрителями не выглядеть совсем уж самовлюбленными такими чушпанами, мы можем посоветовать посмотреть, например, рождественский выпуск наших коллег из «Годно». Чудесное часовое видео на белорусском языке. Вот это вот действительно то, что приятно. Распаўсюд беларускай мовы гэта вельмі пахвальна. Я таксама цалкам за гэта выступаю двума рукамі. Але ўсё ж такі, так ці інакш, вось вы нам трошки закідваеце, што мы асвятляем гэтую тэму. Ну, на жаль, людзям таксама гэта цікава. Вось тут каментары таксама пішуць пад нашай трансляцыяй. Это вам так кажется. Вы знаете, это вот как Женя Сугак в своем шоу «Часики тикают», который он делает вместе с Шайбаном и с Стопени, она вот как бы задавала такой вопрос. Вот как мы собираемся победить Лукашенко, если мы не можем даже его из СМИ своих выгнать? Мы, кстати, полистали вашу ленту на Ютубе, ленту Белсата, там Лукашенко опять же буквально везде. Ну вот, знаете, Новый год на носу, Рождество уже прошло, а мы вот снова здесь, и вот мы снова... Ну, на жаль, ён все яшчэ фактычна, хоць незаконна, але кіруе нашай краінай. Калі скажем... К сожалению, но вот есть ощущение, что иногда такие мероприятия, они делаются для того, чтобы информационно его поддерживать и подкармливать, еще раз светить, потому что кажется, что им необходимо. Все так уже устали от этого. Еще Новый год, совсем скоро. Можем обменяться лучше хорошими пожеланиями. Чем... Мы желаем вам, дорогие зрители, чтобы в новом году Лукашенко было меньше, и на Белсате вообще в жизни, а лучше, чтобы его вообще не было. Слухайте, вот жаданне так класнае. Але ёсць моманты, якія ўсё ж такі ніхто не агучыць у іншых медыях, акрамя нас, калі, на жаль, кажам... Наша Нива уже озвучила, Ну так, але ведаеце, калі кажам, напрыклад, пра гэты баль, то там ёсць пэўныя рэчы такія вельмі, бессаромныя. Называюць гэта нават балем у сатаны, так? Таму што, напрыклад, той самы Эйсмент і Баскаў разам танчаць. Наша шоу тоже так называют. Так, іх падазраюць. Але, напэўна, пад ваша шоу не падкладзеш такую музыку, як гэта было ў балі Воланда, вось пад гэты баль у Лукашэнкі запросто можна, тым больш, калі танчыць пара, якую падазраюць у забойстве Рамана Бандарэнкі, так? Калі кажам пра Эйсмент і Баскава. Усё ж такі, на вашу думку, вось вы кажаце, што гэта як бы спецыяльна ўкідваюць у медыях, камусіраваць Лукашэнку, але ці не ідзе гэта яму толькі на шкоду? Ці гэты градус нянавісці нават у гэтыя святы не расце ў людзей, калі яны бачаць гэтыя кадры? А вам хотелось бы, чтобы градус ненависти вырос у людей? Мне кажется, что СМИ как раз не про язык ненависти. Не, я кажу про іншае, што фактычна, што бывает. Прийти в Белсат только ради того, чтобы мы вдвоем наконец-то появились на фоне этого бала. Ну добра, хлопцы, не хочаце... Как будто там станцевали, понимаете? Разумею, не хочаце вы гэту тэму абмяркоўваць. Не, вы знаете, мы как Марая Грегори, мы сейчас вот летаем на фоне, значит, этого Лукашенко, на фоне этого бала, ну прекрасно. Мы только в таком контексте это готовы обсуждать, хотя, честно говоря, обсуждать вообще, ну вот просто обрыдло. Ну неужели вам самим не обрыдло вот Лукашенко, с кем он там танцевал? Но эти убийцы, вот которых вы перечислили, они сейчас на свободе, и да, они тоже танцуют. А я вам больше скажу, они в кино, может быть, даже ходят, они, может, даже музыку слушают, представляете? Ну и что?
что? Ну, то есть, пока ситуация такова, какая она есть, пока они не могут оказаться в тюрьме, они делают все, что как бы свойственно роду человеческому. Поэтому тут как бы ничего удивительного, мне кажется. Хоць яны сапраўды сваімі дзеяннямі выпісваюцца, мне здаецца, нават з людства. Разам тым, хлопцы, сапраўды набліжаюцца Новы год, вось былі каляды паводле аднаго календара, будуць каляды паводле наступнага. Людзі рыхтуюцца да пэўных святаў. Пачуў я ад вас, што вы нават зрабілі выданне на беларускай мове. Я, шчыра кажучы, яшчэ не глядзеў і яшчэ не бачыў гэтага Не, мы выдання. не сделали, подождите, я говорил не про это. Это наши коллеги из Годна, они сделали цалком... Згодна, так. Ці, ну добра, калі кажам пра Гонна, таксама я стараюся глядзець гэты канал, але калі кажам пра вас таксама, ці можам мы ад вас пачуць калісьці таксама беларускамоўнае некае Конечно, выданне? а вот вы откроете наш новогодний выпуск, там звучит белорусский язык. Он, конечно, не в той мере, в которой звучит на Белсате. Мы в этом смысле перед Белсатом снимаем шляпу и всячески завидуем. Но мы уже имплементируем, и вот в этом выпуске, вот прямо сейчас откройте, обсуждаем последнее шоу, последний эпизод. Вот там можно насладиться фрагментами нашего разговора на белорусском языке. Мы медленно, но верно идем в эту точку. Поэтому... Ой, слухайце, гэта вельмі класна. Усё ж такі, я вельмі цешуся таксама, што бачу вас у нашым эфіры за тое, што вы такое ведаеце, такое поўнае свежае дыханне, свежы подых перад навагонняй завірухі, як быццам бы заскочыў нашу студыю. Хлопцы, вось Глеб, збольшага вось вы казалі, хацеў таксама, можа, каб Іван некалькі словаў прамовіў да нашых гледачоў. Калі кажам цяпер пра святы, якія вы маеце зычэнні для нашай аўдыторыі, для беларусаў, якія нас глядзяць? Ой, ну, во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо. У нас как-то, несмотря на то, что, может, позиции разные, мы так тактично с вами общаемся. И, к счастью, мы не стали второй Анжеликой Грубаш у вас в эфире. Хотя, честно говоря, переживали. Это демократия. Вот видите, это встреча разных мнений. Вот замечательно уживается. Вот это белорусским государственным СМИ на зависть и вот на назіданне. Справа ў тым, што дэмакратычнасць, мне здаецца, гэта ў даўніх традыцыях нашых людзей, нават гэтая культура, яна сярод беларусаў ёсць, тое, што гэтыя прапагандысты робяць, гэта выпісваецца, ну, сапраўды з нашай ментальнасці, таму, мне здаецца, мы проста застаемся самими собой, так? И для этого так само працуем. По поводу поздравлений хочется и нам, и всем остальным пожелать это не дать вот этим людям, которых мы вроде как планировали сегодня обсудить, втянуть нас в то прошлое, в которое они хотят нас всех втянуть. Наступает 24-й год, хочется верить, что хоть где-то там будет это светлое будущее, которого мы все ждем и к которому стремимся. Вот давайте думать про это и настраиваться все-таки на что-то позитивное. Да. Я еще добавлю, что я желаю замечательным, ненаглядным, несравненным зрителям оттолкнуться от скучных слов, освободиться от тяжких оков, и пусть счастье вам станет наградой, дорогие. Дякую, хлопцы, вельмі прыемна. Вось вы кажаце пра будучыню, каб нас не ўцягнулі ў гэтую мінушну страшэнную. Выбачайце, вярнуся да гэтай тэмы, але там моладзь на гэтым бале, моладзь па 20 гадоў, па 25. І каментатары пытаюцца, няўжо на добраахвотна туды пайшлі? Так, а что нам еще делать? Ну, слушайте, ну вот вам 20 лет, вы сидите в Минске. Где еще развлекаться? Загуглите, чем я занимался в 23 года. Ну, тоже куда-то, знаете, позвали, пошел, денежку заработал. Всякое бывает. Девушка Слава Комиссаренко тоже по-своему развлекалась. Ну, то есть, как бы, никто не свят, понимаете? Поэтому, ну, то есть, а когда будет все пронизано государством, ну, где еще себя применять? А мы уже об этом обсуждали в своих выпусках, как бы, когда ты young and beautiful. Ну вот что делать? А вот тут новогодний целый бал. Поэтому мы тоже с вами сходили. На жаль, у нас яшчэ пакуль што балю няма. Слухайце, дзякуй вялікі, што завіталі да нашага эфіру. Дзякуй, што ўключыліся да нас, за ваше зычэнне, віншаванне. Я таксама са свайго боку зычу вам усяго добрага, развіцця вашаму праекту і таксама таго, каб мы ўсе маглі да хаты вярнуцца. Каб усё сапраўды было класна. Верым, надзеемся, спадзяемся. Так? Дзякуй вялікі, хлопцы. З намі на сувязі былі Іван Прус і Глеб Сямёнаў, блогеры. Вось такое, бачыце, перадсвяточнае ўключэнне. Хацелі мы пагаварыць пра дрэнныя рэчы, але хлопцы не далі мне гэтага зрабіць.